Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня у нас новая встреча с вами. Именно как будто бы это индивидуальная консультация со мной. И мы поговорим, что тайное станет явным скоро в вашей жизни. Это очень интересно, это очень важно. Когда мы получаем такие откровения от высших сил, мы вдохновляемся и, по крайней мере, знаем, куда нам держать курс. Да? Поэтому мы послушаем не только, что тайное станет в вашей жизни явным, но и какие-то советы, подсказки от Вселенной. Гадать я буду на Таро ведьм, как вы уже успели заметить. И у нас будет, естественно, однопозиционный расклад небольшой. Как будто бы вы вечером пришли ко мне, вот я такая вот не накрашенная, пригласила вас к себе в комнату. И мы решили посидеть за чаем или кофе и поговорить. Итак, я вам дам сейчас сдвинуть, а вы, как-то мысленно вот задайте вопрос, что вам хочет сказать Вселенная, о чем предупредить хотят вас высшие силы, что тайное станет явным скоро в вашей жизни, да? И 3 раза сдвигаем. Итак, что на дне колоды? Так, тут у нас, значит, королева Пентаклей сидит. Замечательная женщина, ведьма, хорошая такая, с лисичкой, да, или с собачкой. Видите? И, соответственно, может быть, это вы, а может быть, это ваша близкая какая-то женщина, кто играет в вашей жизни роль сейчас, на данный момент. Вокруг нее вертятся в вашей жизни какие-то события. И, конечно, это карта стабильности, карта усидчивости, спокойствия. Поэтому высшие силы пожелали вам внутреннего равновесия, благополучия, изобилия в жизни. Конечно, такая королева не бывает бедной, поэтому высшие силы вас благословили на улучшение материального положения. Вот. Какая-то женщина, которая в вашей жизни есть, вокруг нее... Так, у меня еще карты упали. Вокруг нее вертятся события на самом деле, да, скорее всего, тоже важные, хорошие, и она светлая женщина, если вдруг это не вы, да. Но у нас тут еще выпали 2 карты, колесница и солнце. Куда-то вы к солнцу можете поехать в скором времени, во-первых, извиняюсь за Демиткин цокот, а во-вторых, вообще прорыв может быть в жизни и очень довольно счастливый прорыв. Мы здесь видим солнце, которое, оно всегда оказывает поддержку на самом деле, да, и освещает путь человеку. Поэтому вам просто так из колоды выпали 2 счастливые карты, хорошие карты. Итак, какой вы человек? Кто пришел ко мне на расклад? Кто вы? Так, вы у нас, значит, 6 пентаклей. Это человек довольно добрый, щедрый. И он обменивается энергией со Вселенной. То есть вы даете энергию Вселенной, вы получаете энергию в ответ. Это значит, что вы со Вселенной и с людьми, и с Богом общаетесь сейчас. И, конечно, карта может показывать вашу роль здесь, а может показывать вашу роль здесь. Если вы в этой роли, значит, вы многим даете работу, благосостояние, помощь, поддержку. Да? Если вы вот здесь находитесь, то вы получаете от людей помощь, поддержку, благосостояние, работу там, например, да, какие-то выплаты. Может быть, сейчас кто-то протянул в жизни вам руку помощи, понимаете? Так. Что там вам по судьбе в скором времени? Что судьба готовит для вас? Судьба готовит вам императора. Для женщины это какой-то мужчина, властный человек, богатый, зажиточный, постоянный, стабильный, работящий, руководитель. Вот знаете, как будто бы он очень хорошо может руководить или управлять каким-то процессом. Иногда для женщины события могут вращаться в жизни вокруг мужа, например, да, сына,
также начальника, друга какого-то, родственника. Для мужчины, конечно, император это, ну, допустим, коллега по работе, там по бизнесу коллега, да, или может быть тоже начальник там какой-нибудь там, какое-то лицо, у которого в подчинении много людей, да. Император это же богатый человек, это тот, кто может стать, ну не знаю, спонсором для вашего бизнеса, поддержку оказать в этом плане, инвестором стать. То есть, может быть, с кем-то будут переговоры в скором времени. То есть, и также это просто ваше для мужчины, допустим, прочное положение в жизни, да, и когда мужчина крепко стоит на ногах, то есть вам идет в жизнь благосостояние. Для женщины тоже может идти в жизнь благосостояние по этой карте. Очень даже может быть. И тогда эта женщина проявит свои лидерские качества и даже мужскую энергию может явить в мир. Бывает такое. Так, что тайное скоро станет явным. Тут у меня карта еще перевернулась так случайно, да. И эта карта Король Пентаклей. Вот посмотрите. Карта очень интересная. Это же все-таки ведьмина Таро. Она такая, знаете, она показывает здесь, ну прям чуть ли не ритуал, да, лесного жреца. И, конечно, это тайна о мужчине, это знак мужчины, да, но такого мужчины очень необычного, неординарного, интересного. Тот, кто связан со стихией Земли, вокруг него вертятся события все. Вот до этого император выпал, и сейчас у нас король Пентаклей не просто так. То есть тайна, которая раскрывается в вашей жизни, она все равно связана с мужчиной, с каким-то. Может, это вообще тайна вашего рода и мужчины по роду. Может быть, это тайна близкого мужчины, но он очень необычный. Он, знаете, вот он такой вот прям странный, притворяется, может быть, даже кем-то другим немножко. Он осторожничает с людьми, он не сразу раскрывается, он не может сразу перед ними раскрыть все карты. И также это человек, у которого есть стабильный заработок, энергия Земли, то есть он владеет этой энергией. Значит, этот человек может зарабатывать, может работать, и он хороший в каком-то деле специалист. Но и король Пентаклей, символ мужа, будущего мужа, человека для серьезных отношений так-то. Хорошая карта. Так, ну давайте, что тайное станет явным? То есть тайна этого мужчины, да, какая станет явной? Ага, десятка мечей. У этого мужчины что-то случилось, это его тайна. Либо у него, допустим, мог прогореть какой-то бизнес, он мог поставить большие деньги и проиграть. Его могли уволить с работы недавно, или он переходит на другую. Он мог что-то внезапно оборвать, закончить и скрывает это. Десятка мечей, прошлому конец, назад дороги нет. Человек получил предательство, нож в спину. Такое тоже бывает. Может быть, ваш мужчина какой-то, вот, с которым все связано, скрывает предательство чье-то в свою сторону, сильные психологические травмы в этом смысле. И, мол, назад дороги в это прошлое нет. Обиду на кого-то, боль, внутреннюю серьезную такую боль. Давайте еще карту здесь достанем. Так. Ой, упала, извиняюсь. Она даже падает, эта карта. Так, что за карта тут у нас падает? Рыцарь кубков. Ой, слушайте, он на что-то так надеялся, куда-то нес свой кубок, был всей душой кому-то. Летел, вот как летел куда-то. И обломался так конкретно. Интересно, интересно. Что он еще скрывает? Что это скоро станет явным? Так, мы здесь видим четверку кубков. Скрывает, что в прошлом его кто-то очень сильно игнорировал. Он кому-то как всем сердцем, а его проигнорировали. У него из-за этого большое было переживание. Он мог всем сердцем надеяться на бизнес, работу, допустим, и прогореть всем сердцем, да, вот хотел заработать и прогорел. И молчит об этом, да, что прогорел, что его не заметили вот как работника. А может, это было в любви такая травма психологическая, что его так вот бросили, да так конкретно бросили, прям, вы знаете,
что человек даже оправиться не может, получается, из-за этого. Интересно, интересно. Здесь тайна такая у человека. Так, какие еще тайны будем раскрывать? С кем связаны эти тайны? Давайте глянем, с кем связаны тайны или с чем. Двойка жезлов. Тайны связаны с человеком, который находится от вас на расстоянии. Что за тайны? Луна у человека. Либо он занимается мистикой, а вы об этом не знаете. Человек, который находится на расстоянии, важен вам. Либо этот человек даже чувствует, что у него что-то с психикой, что его что-то очень волнует, может быть, на него идет магия, он не понимает, и его очень сильно трепет изнутри. Подсознание все время вырывается наружу, он не понимает, что с ним происходит. И также какой-то человек на расстоянии от вас может скрывать свои зависимости от алкоголя, от наркотиков, например. Или ночные кошмары, психологические сбои, в которых он очень сильно мучается, этот человек, но никому не рассказывает об этом. Так, что еще тут? Рыцарь жезлов. Человек выглядит активным по жизни, порывистым. Возможно, это мужчина, возможно, огненный, любит ездить, там, не знаю, в жизни преодолевать любые трудности. А на самом-то деле у него на душе кошки скребут. Либо он увлекается эзотерикой или мистикой и молчит об этом. Вот это тоже интересно. То есть вы можете не знать о каком-то мужчине, что он увлекается. Либо вот на него идет, да, магический поклеп, а он вот прям его всего выкручивает, он скрывает, но не понимает, что с ним такое. Понимаете как? Но опять же тоже тогда лезет в эзотерику, чтобы разобраться в себе. Потому что все люди, сталкиваясь с проблемой, сразу же идут на поиски, да, на духовные такие. Так, ну давайте теперь посмотрим, чем ваше сердце успокоится в скором времени. Так, а вот видите, у нас тут король мечей. Опять мужчина. Вот у вас как-то так получилось расклад, да, что как-то вокруг мужчины или мужчин вертятся события. И сердце успокоится именно с помощью мужчины, возможно, связанного с воздухом или просто, опять же, с лидерскими качествами. Может быть, это тот же император, да, может, это тот же король пентаклей, просто уже в образе короля мечей. Колесница опять выпала. Сердце успокоится какой-то поездкой, связанной с мужчиной. И девятка кубков. Обретение зоны комфорта, исполнение желания, богатство, счастье, процветание, и всего хватает. То есть, в принципе, это сердце успокоится хорошими картами, да, но тайны, которые вы узнаете, могут вас очень сильно удивить. Именно поэтому мы решили сегодня погадать на эту тему. Ведь вы должны быть предупреждены о таких новостях. Ну, вот такой вот сегодня у нас получился расклад. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал, ставьте лайки, поддерживайте мои вот такие вот полуиндивидуальные видео. Я очень сильно приветствую подписчиков, которые поддерживают однооппозиционки. Всем пока!